Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке математики. Тема урока – письменное деление вида 864, деленное на 2. Сегодня на уроке познакомитесь с приемом письменного деления трехзначного числа на однозначное. Будете совершенствовать свои знания и умения в решении простых и составных задач. Девиз урока: нет быстрого и верного деления. Без знания таблицы умножения. Так говорил великий математик Пифагор. Ну-ка проверь, дружок, ты готов начать урок? Все ли на месте? Все ли в порядке? Ручка, книжки и тетрадка. Все ли правильно сидят? Все ли внимательно глядят? Все ли готовы слушать? Начинаем наш урок. Начнем наш урок, как всегда, с математической разминки. Внимательно послушайте простые задачи и запишите решения. В школьную библиотеку привезли 60 учебников в пачках, по 10 книг в каждой. Сколько пачек с учебниками привезли? Какое действие поможет решить задачу? Почему? Правильно, деление. Так как привезли всего 60 учебников, в одной пачке было 10 учебников. Значит, надо 60 разделить на 10. Равно 6 пачек с учебниками привезли. За 3 одинаковые точилки заплатили 27 сом. Сколько стоит одна точилка? Что надо найти в этой задаче? Правильно, цену одной точилки. Вы, конечно, помните, чтобы найти цену, надо стоимость разделить на количество. То есть 27 разделить на 3 равно 9 сом стоит одна точилка. В деревне 19 домов, а в поселке в 4 раза больше. Сколько домов в поселке? Если в задаче надо узнать, во сколько раз больше, выполняем действие умножения. 19 умножить на 4 равно 76 домов в поселке. А как вы 19 умножили на 4? Верно. Разложили первый множитель на разрядные слагаемые 10 и 9 и умножили каждое слагаемое на 4. Результаты сложили и получили число 76. Айджана составила 12 слов, а Дима 4 слова. Во сколько раз больше слов составила Айджана? Это задача на разностное сравнение. Если в задаче стоит вопрос, во сколько раз одно число больше или меньше другого, всегда выполняется действие деления. 12 разделить на 4 равно 3. В 3 раза больше слов составила Айджана. Выполните следующие задания. Представьте число 329 в виде суммы разрядных слагаемых. Это слагаемые 300 плюс 20 плюс 9. Представьте число 72 в виде суммы двух таких слагаемых, каждая из которых делится без остатка на 4. Верно, это слагаемые 40 плюс 32. Используя числа 80, 4, 320, запишите 4 верных равенства. Посмотрите, какие равенства у вас получились. 80 умножить на 4 равно 320. 4 умножить на 80 равно 320. 320 разделить на 4 равно 80. 320 разделить на 80 равно 4. Запишите число 420 в виде произведения двух множителей
Проверьте, на такие множители вы разложили число 420. 6 умноженное на 70 равно 420. И в виде трех множителей. Проверьте, теперь на такие множители вы разложили число 420. 6 умноженное на 7 умноженное на 10 равно 420. Молодцы! Найдите значение выражения 930 минус 4 умноженное на разность чисел 25 и 0. Какое действие вы выполнили первым? Да, первым в выражении выполняется действие в скобках, второе умножение и затем деление. Я уверена, что вы правильно выполнили вычисление. И у вас получился результат 830. С какими числами вы работали? Верно, с трехзначными, двузначными, однозначными. Какие знания и умения помогли вам выполнить эти задания? Знания таблицы умножения, взаимосвязь деления с умножением, знание разрядного состава числа, свойства о перестановке множителей, умение раскладывать числа на удобные слагаемые. Как вы думаете, при изучении какой темы нам потребуются эти знания? Конечно, при изучении деления. Рассмотрим случаи деления двузначного и трехзначного чисел. 64 деленное на 2 и 864 деленное на 2. Как разделить двузначное число на однозначное? Правильно. Надо делимое разложить на разрядные слагаемые. Каждое слагаемое разделить на делитель и результаты сложить. Итак, 64 – это 60 плюс 4. Делим 60 на 2 и 4 на 2. Получили результаты 30 и 2. Их складываем и получаем результат 32. Читаем ответ. 64 деленное на 2 равно 32. Как же разделить трехзначное число на однозначное? Трехзначное число тоже раскладываем на разрядные слагаемые. 800 плюс 60 плюс 4. Каждое слагаемое делим на 2 и результаты складываем. 800 разделить на 2 плюс 60 разделить на 2 плюс 4 разделить на 2. Складываем результаты. 400 плюс 30 плюс 2 равно 432. Читаем ответ. 864 разделить на 2 равно 432. Но получается очень длинная запись и уходит много времени на выполнение действий. Удобнее делить трехзначные числа, если записать пример столбиком. При записи деления в столбик знак деления записывают углом. Над чертой пишут делитель, под чертой записывают ответ. Частное. Делимое 864, делитель 2. Найдем частное. Определяем, сколько цифр будет в частном. Ищем первое неполное делимое, то есть число, которое мы будем делить первым. Для этого существует правило: сколько цифр в делителе, столько цифр в первом неполном делимом. Первое неполное делимое 8, значит в частном будут 3 цифры. Ставим 3 точки. Делим сотни. 8 разделить на 2 получится 4 сотни. Умножаем 4 на 2 равно 8.
Записываем 8 под сотнями. Вычитаем из 8 8. Разделили все 8 сотен. Остатка нет. Сносим под черту второе неполное делимое 6. То есть делим десятки. 6 разделить на 2. В час нам будет 3 десятка. Умножаем 3 на 2. Равно 6. Пишем 6 под десятками. Вычитаем из 6 6. Разделили все 6 десятков. Остатка нет. Сносим под черту третье неполное делимое 4. Делим единицы. 4 разделить на 2 получится 2. Умножаем 2 на 2 равно 4. Вычитаем из 4 единиц 4. Остатка нет. Читаем ответ. 864 разделить на 2 равно 432. Подумайте и ответьте на вопрос. Зачем надо было каждый раз умножать полученную цифру частного на делитель и вычитать полученное произведение? Для закрепления выполните самостоятельно деление, записывая действия в столбик следующих выражений. 862 разделить на 2. 696 разделить на 3. 484 разделить на 4. Если вам трудно пока самостоятельно выполнить деление в столбик, попросите помощи у взрослых или своих друзей. Проверьте, у вас получились такие записи и результаты. Решим задачу. Прочитайте условия. На старом станке токарь изготовил 96 деталей за 6 часов, а на новом станке за 4 часа. Насколько деталей больше он стал изготавливать за 1 час? Запишите условия задачи в таблицу. Подумайте, что в задаче известно и что надо найти. Известно количество часов, за которые токарь сделал 96 деталей на старом станке, и количество часов, за которые он сделал столько же деталей на новом станке. Проверьте, вы правильно заполнили таблицу? Молодцы! Теперь перейдем к решению задачи. Что можно узнать, если известно, что за 6 часов токарь изготовил на старом станке 96 деталей? Конечно, можно узнать, сколько деталей делал токарь за 1 час на старом станке. Что можно выяснить, зная, что на новом станке токарь за 4 часа изготовил 96 деталей? Правильно. Сколько деталей за час он делал на новом станке? Затем из большего числа вычитаем меньшее и узнаем, насколько больше деталей токарь стал изготавливать за час на новом станке. Запишите решение. Первое действие. 96 разделить на 6 равно 16 деталей за 1 час на старом станке. Второе действие. 96 разделить на 4 равно 24 детали за 1 час на новом станке. Третье действие. 24 минус 16 равно 8. На 8 деталей больше. Запишите ответ. На 8 деталей больше за 1 час токарь делал на новом станке, чем на старом. Наш урок подошел к концу. Подведем итог урока. Какие знания вам понадобились на этом уроке? Определите, какой момент на уроке для вас был самым удачным, где испытали трудности, какие
подобные задания вам хочется еще раз выполнить. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч!